я поняла, что у меня все получится. Мы проект не чей. Готовых людей нет. Продавать алкоголь несовершеннолетним – это нарушение закона. Начинать нужно с соблюдения законов. Я за здоровый образ жизни, ПП там, и так далее. А сама употребляю. Ребят, когда на вас капает вода, это ненормально. Передо мной, по сути, картина всего Казахстана. Асель, смотрите, вот у нас большое количество в Казахстане проектов, значимых, знаковых, больших, крупных, хайповых или реальных, были на гребне волны, что называется, а потом в какой-то момент некоторые из них закрывались после того, как руководителям или топ-руководителям или руководителю этого проекта предлагали какую-то должность в госорганах. Что должно такого произойти, чтобы вы перестали заниматься вашей деятельностью? Ну, наверное, я даже не задумывалась об этом, потому что когда мы начинали наше движение, а мы начинали с таких встреч с молодежью города Астаны сначала. Почему Астана, скажу, потому что мы четко понимали, что, во-первых, это столица, а во-вторых, это город, куда стекается вся молодежь со всего Казахстана. Да? Это и Атырау, это и Кызылорда, и Шымкент, и Усть-Каменогорск, все города здесь представлены. И разговаривая с большим количеством молодых ребят, я поняла, что та тема, за которую мы взялись, она интересна. Люди хотят вот этих тех самых изменений, но вот на тот момент, когда мы встречались с ними, разговаривали, мы понимали, что люди где-то боятся вот этих перемен, изменений, где-то сказать свое мнение, придумать что-то неординарное, скажем так, сделать это через творчество. И когда мы поняли, что это откликнулось, то, что людям это интересно, мы задели то, что как раз-таки у людей болит, я поняла, что у меня все получится. У меня и у моей команды, потому что люди, которые сейчас в нашем движении «Жана Адамдар», они пришли ведь не в какую-то организацию, они не пришли в какую-то корпорацию, они пришли разделить свою жизнь с нами вместе. Потому что для меня, как для лидера движения, «Жана Адамдар» — это жизнь. У нас начинало 4 человека, там, вот, я могу там по именам назвать, я и еще несколько ребят с Восточного Казахстана, город Усть-Каменогорск, семей. Мы были коллеги, потом решили вместе, на Востоке я тоже делала там проект более областного уровня, именно молодежку, и мы поняли, что нужно расширяться, нужно делать что-то интересное именно на уровне страны, и пришла вот такая идея сначала со встреч. Когда ребята приходили и говорили, а какая программа, а что будет, а что нам предложат, я всегда говорила, что и говорю до сих пор, у нас нет готовой программы, у нас нет каких-то готовых идей, все будет от вас. Фишка нашего проекта в том, что все исходит от людей. Им ни в коем случае мы ничего не спускаем, не даем какие-то готовые программы или продуманные уже идеи. Все идет от ребят, и, наверное, это их и магнитит к нам. Но поскольку это общественная организация, тут нету понимания того, что участники получают какие-то деньги. Безусловно. То есть безусловно, это все-таки общественная деятельность. Да, это у нас единственное есть, скажем так, деление ребят небольшое на их, скажем, статус движения. Это когда человек только пришел в движение, да, прочитал наш текст, познакомился с нами, посмотрел нашу базовую идею, да, о смене мышления казахстанцев и разделил ее с нами, он становится сторонником. То есть он присоединился к нам. Далее мы уже проводим с ними встречи, мы их называем кемпы. Там, они бывают выездные, бывают в городе, где мы разговариваем, где мы их обучаем, потому что мы сразу говорим, что «Жана Адамдар» — это не только чил, отдых, и ты придумываешь какие-то идеи бесконечно. Это, конечно, безусловно, обучение. Ну, то есть вы, простите, что перебиваю, любой проект вы рассматриваете с точки зрения брейнсторминга? Безусловно, да, потому что вот все те проекты, я считаю, ну, они успешно зашли, которые, да, вот это Ишабыт, да, и вот сейчас, который город реализуется, проект «Закон», это все исходило только от ребят. И как раз-таки наша история в том, что мы казахстанцам предлагаем такой некий иной взгляд под другим углом на, казалось бы, простые вещи, да, вот как вы сказали, идет ребенок, да, и он бежит перейти дорогу там, да, и насколько важно, когда идущий мимо человек, он не безразличен. Возможно, вы спасли ее жизнь, да, просто участием своим в том, что вам не безразлично. Часто вообще, когда пытаются за что-то зацепиться, находят некую параллель между общественной организацией и государством. Хотя на самом деле, наверное, в любой стране главный заказчик любого общественного социального проекта в большинстве своем это государство. Но, наверное, одна из таких открытых претензий — это поздравление президента с днем рождения. Кому пришла эта мысль и какова была основная задача, цель этого проекта? Потому что, понятное дело, как-то так сложилось, что
ну, получилось, что результат был совершенно другой. Заметный, но, наверное, другой. Как вы это оцениваете? Ну, я скажу так, что, наверное, с самого начала мы и своим участникам, и людям, которые приходили в наше движение, приходят, открыто говорим, что мы поддерживаем президента, именно его реформы, то, что он предлагает. Да? И, как я уже сказала, те изменения, которые Токаев предложил, на тот момент, когда он это сказал, никто не удосужился расшифровать, сесть и подумать, о чем сказал Токаев. И как раз-таки наша задача, наверное, взрастить, да, и сделать этих людей в нашей стране ответственными и, наверное, по уровню, да, где-то схожими с президентом. Почему я говорю об этом? Потому что готовых людей нет. Я это точно знаю. Если бы они были, мы бы давно поменялись, мы бы стали... Готовы для чего? Готовых для изменений, готовых для реформации, готовых к каким-то новым переменам, да, потому что вот сейчас вы вспомнили фрагмент с магазином. Где продавцы начинают так негативно реагировать, да? Это же как раз-таки вопрос о смене мышления. То есть здесь проект не только о том, что продавать алкоголь несовершеннолетним — это плохо, и не только о том, что мы хотим делать чужую работу, проверять и так далее. И здесь история о том, что в нашей стране, не только в Астане, а во всех городах продавать алкоголь несовершеннолетним стало нормой. Да? И здесь не только ребенок, приходящий покупать этот товар, да, виноват. Здесь участвует несколько людей. Продавец, который продает и считает это нормой, да, это она каждый день продает и считает, что это нормально. Владелец магазина, который привык на этом наживаться, я другого слова не могу здесь использовать. Да, люди, которые стоят в очереди, они же тоже это наблюдают. Да, и никто ни разу не сказал, да, а почему ты продаешь? Или почему ты документы до этого не проверил? Здесь работа именно в изменении мышления людей. Объяснить людям и напомнить им, что это не норма. Продавать алкоголь несовершеннолетним – это нарушение закона. Почему проект мы не назвали там, да, алкоголь, там, я не знаю, да, или антиалкоголь, да, мы назвали его закон. Почему закон? Потому что начинать, но это закон. Да, начинать нужно с соблюдения законов. И неважно, на каком уровне, перебежал ты дорогу на красный свет, или ты какой-то крупный чиновник, который там похитил большие деньги, да. Казалось бы, да, разница большая, а это одно и то же нарушение закона. Но ведь многие воспринимают, и где-то, может быть, даже справедливо, что действительно законы работают не на всех уровнях. И в этом смысле, ну, ваша организация, она, наверное, в какой-то момент будет обязана трансформироваться уже в какую-то правозащитную организацию. Вы на это готовы? Потому что сейчас вы поднимаете большой пласт вопросов, связанных с алкоголем, да, с соблюдением закона. Ну, один раз вас выгнали из магазина, второй раз солгали, что примут решение, третий раз, и четвертый, пятый, шестой, но все вернется на круги своя. Может вернуться, я предполагаю. И тогда уже нужно будет усиливать свою деятельность, а следующий шаг после социальной – это правозащитный. Здесь я, наверное, бы немного вас подправила. Уходить в какую-то правовую историю, наверное, у нас пока такой цели нет, потому что мы все-таки общественное, молодежное движение. Ну, да? а цель не оправдывает средства? Здесь, наверное, нужно больше говорить о том, что вот проект, закон, он сейчас уже получается не просто как проект, а как целое направление. Что значит направление в нашем движении? Это когда ты сеешь вот этот проект во все города. Вот буквально вчера мы там расхламляли наш дайрект, и приходит куча сообщений от людей, которые на нас подписаны, которые там увидели этот ролик, они говорят, а вы есть в Шымкенте, а вы есть там, а давайте вот здесь, а давайте про вот эти вот сигареты, да, электронные, а давайте про наркотики, там еще что-то. То есть вот этот вот запрос есть, да. И поэтому вот, наверное, первым делом, скорее всего, вот, заходя вперед, говоря о планах, да, Бюрса, я бы, наверное, вот этот закон в первую очередь расширила именно по городам. Потому что есть ребята, они же у нас с разных городов представлены. Кто-то летом едет, например, в родной город Шымкент. Почему бы там не сделать этот проект? Да. Возвращаясь к теме поздравлений президента. Все-таки вот та цель, которую вы ставили, и та, которая была достигнута. Ну, смотрите, когда вообще идея пришла девчонкам, вот на корабле были в основном девочки, да, вы видели, что такое был более такой девчачий, скажем, кейс, где девочки решили написать, сделать лично своими руками
баннер, где написали там «С днем рождения, Краш» и поздравить президента. Поскольку мы движение молодежное, и поскольку где-то мы идем, возможно, против правил, да, и много их раз, скажем так, нарушаем, да, против каких-то общественных устоев, да, скажем так, да, мы четко понимали, что президент, даже они официально сделали пресс-релиз, что никаких праздников, никаких праздничных мероприятий не планируется в этот день. Да. Но тем не менее мы это сделали. Вы сталкиваетесь с каким-то препятствием в работе с другими организациями, с местными исполнительными органами или с госорганами? Или есть все-таки понимание, что это важно и нужно? Я скажу так, что когда вообще мы движение задумывали, мы не знали, что будет много бюрократических вопросов. Да? Что касается, например, когда ты проводишь на улице выставки, оказывается, нужно разрешение. Если ты хочешь провести опрос ТРЦ, оказывается, нужно разрешение. Да, есть законы, мы их не должны нарушать, и как раз-таки вот, постоянно пишем письма в Акимат. И у нас вот есть один кейс, тоже город, где мы с Акимами прошлись пешком, и удалось с ними вживую познакомиться, потому что мы постоянно пишем на Исильского Акима, там, да, и письма там, разрешите нам здесь провести, там провести и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, это не сложность, а какие-то такие бюрократические вещи, которые, наверное, нужно подождать, пока тебе ответят, пока тебе дадут ответ и так далее. Но в то же время вот в вашей деятельности как общественной организации ничто не мешает. Я думаю, нет. Каких-то таких людей, наверное, которые нам хотят противостоять, возможно, они есть. Я это подразумеваю, ну, я полагаю, возможно, есть такие люди. Вот. Но тем не менее, если захотеть, можно в космос полететь. А что такое иждивенчество? Когда в детстве мы много слышали, да, нахожусь на иждивении у родителей, да, в детстве, вот все детки. Но вот на наш взгляд, до сих пор казахстанцы, там, начиная от 20 до 70 лет, они остались теми самыми же детишками, которые вот привыкли на кого-то оглядываться, считать, что им кто-то должен, считать, что придет какой-то там великий человек и сделает для них все. В том числе и выдаст огромную зарплату, там, не знаю, стипендию даст огромную. Там. Это не касается только государства, это касается и там, когда ты требуешь от родителей, от работодателя, там, от мужа, неважно, да. И вот это и есть иждивенчество. И... Вот, знаете, вы простите, что перебиваю, третий раз повторили вот эту фразу «иждивенчество», но ведь у многих людей, у обывателя, эта фраза, знаете, я просто ее использовал дважды, и мне прям сделали замечание. Мне, будучи журналистом, да, то есть, как, по крайней мере, когда мне позволительны там какие-то вещи, наверное, больше, чем там ответственным работникам каким-то. Но иждивенчество, наверное, может быть, нам надо найти другую этимологию этого слова. Почему? Потому что это получается, я ничего не делаю, а мне все должны. Мы, в принципе, в мире живем сейчас в такой парадигме, да, то есть все хотят быть суперблогерами, все хотят быть дудями, да, вот я часто шучу, когда Дудь занимался исследованиями футбольных матчей, я уже брал интервью, да, а вот сейчас любой, даже наш с вами разговор, он воспринимается как некая дань моде, там, интернет-журналистики, но это другие вопросы. Так вот, касаемо иждивенчества, я ничего не делаю, мне все должны. Это вот в нашем понимании так. Возможно, я не претендую на последнюю инстанцию, что это истина, да? И, возможно, есть разные этимологии этого слова, если обратиться к толковому словарю. Но вот именно в рамках Жана Адамдар мы рассматриваем это слово как именно... Со знаком минус. Но я пытаюсь понять лично вашу логику. То есть, если я работаю и развиваюсь, больше того, поступательно, стабильно, почему люди такие, как вы, сейчас, в новом Казахстане, принимают сторону общественной работы, а не принимают сторону, то есть побеждает не холодильник, условно говоря, а в данном случае телевизор, да? Потому что я же понимаю, что, ну, наверное, на общественной работе вы сможете зарабатывать много меньше, чем в пиаре. Ну, это же известный факт. Нет, но если касаться заработков там, да, или говорить о каком-то бюджете, который нам на тот момент выделялся в пресс-службе, когда я работала, но он был небольшим абсолютно, потому Если что... бы он был больше, я не думаю, что вы бы остались. Да, дело там даже не в бюджете. Если бы вот вы меня больше знали, наверное, да, или у нас будет такая возможность, я человек больше не про заработок, скажем так, да, я человек, который, наверное, сначала там идет за идеей, да, а потом, возможно, если оттуда что-то вылазит, именно какая-то бюджетная история, да, ну, то окей.
А так это больше идея была изначально. А что касается тогда, того времени, то, скажем так, он был нулевой бюджет, потому что мы даже старались все статьи выпускать бесплатно. Очень простой вопрос задам. А что должно у человека произойти, на вашем примере, чтобы он понял, что вот оно время, когда я должен стать активным гражданином и заниматься общественной деятельностью? Я думаю, здесь, наверное, большую роль сыграло не только мое личное решение, что я хочу расти, что я хочу чего-то большего, но и поддержка команды. Потому что когда ты с ребятами работаешь очень много времени, там не год, не два, там, да, ты понимаешь, что у тебя есть за плечами хорошая команда, и ты можешь с ними поехать куда угодно, и можешь придумать что угодно, потому что один в поле не воин, с этим я согласна. И менять страну в одного тоже не получится. И поэтому я и набирала движение. Когда зашла эта идея, только вообще речь о ней, да, мы не знали, что получится, мы не знали вообще, захейтят нас, там, извиняюсь, да, ворвется к нам какой-нибудь журналист на нашей встрече, там, да, или еще что-то, потому что мы делали объявления, мы собирали людей, мы разговаривали с ними, там, и так далее, через университеты, там, через рекрутеров каких-то приглашали на эти же вот встречи с ребятами. И приходили неизвестные ребята. Бывало так, что они нас хейтили, там, да, чего вы сидите, вы там, аманатом или еще что-то, да. Вот, поэтому вышло то, что, наверное, получилось общими усилиями. Здесь не только моя одна идея, здесь помогли все ребята. Именно по идее, именно по мотивации. Очень многие пытаются решить вопрос бытового насилия. Есть люди, которые, действительно решают эти вопросы, опять же, в рамках общественного объединения и так дальше. А есть и те, кто на этом хайпует. Вы тоже в одном из проектов попытались войти в эту тему борьбы с бытовым насилием. Здесь каким образом молодежь 18-22 может решить этот вопрос, только если, опять же, как вы говорите, не начнет с себя. То есть хотя бы начнет с того, чтобы уважительно относиться к своей супруге, да, а мы знаем даже ситуации, когда и супруга к супругу иногда использует, абьюзит или даже бьет, да. Вот здесь как это связано с вами? То есть, может быть, как-то очертить какие-то направления и уже не влезать в определенные темы? Я вот говорила о том, что все идеи, они исходят от ребят. И бить молодежь там по рукам, да, и говорить, вот это мы не будем делать, вот это будем. Тут у меня нет такой задачи. Вот как раз-таки Газиза, наш мобилограф, движение, она была автором этой идеи. У нее как раз есть направление, называется «Здоровый феминизм». Что такое здоровый феминизм в нашем понимании? Слово «феминизм» привыкли воспринимать как что-то такое, что мы против мужчин, да. Мы вот такие сильные. Здесь мы добавили слово «здоровый» в том плане, что мы здесь как раз-таки за уравнивание прав. Мы не говорим, что мы круче там, да, или женщины сильнее, нет. Но женщина имеет такие же права на образование, на карьеру, одеть ту одежду, которая ей нравится, накрасить это, как ей хочется, одеть, не знаю, там, куртку какую-то другую, там, прическу сделать такую, которая ей нравится. И женщина имеет на это право. Значит, наверное, если вы проводили, мне кажется, что какой-то, хотя бы поверхностный анализ должен был быть проведен, следовательно, вы поняли, что где-то попираются вот эти права, я не имею в виду насилие по отношению к женщине, но вопрос к ятменству. Да, все верно. Все-таки он есть, по вашему мнению? Да, потому что я знаю, что вы сам человек, журналист всегда, и медийная сфера, она, наверное, и социальные медиа, и если контент-анализ поднять, да, посмотреть, то это просто реально так на самом деле. Женщины зачастую, особенно в нашей стране, боятся рассказать об этом, да? Боятся просто эту тему поднять даже, потому что это яд. У меня есть одна знакомая певица, довольно известная, я, к сожалению, не могу, ей большой привет, с которой мы вечером можем, там, не знаю, по 15 кружек пива, а на следующее утро она выкладывает в Инстаграм, что вот, знаете, сегодня пятница, я вот верующая там и так дальше. Да? То есть, мне кажется, пусть я потеряю ее как подругу, но сквозит лицемерие. В этом смысле это, наверное, опять же, мода, веяние времени на то, что сейчас какие-то вещи непозволительны. Здесь, наверное, это уже не феминизм, на мой взгляд. Это более культурные противоречия, наверное, да, когда мы говорим, что
вот бить женщин плохо, Да. на самом деле все равно дома это делаем, да, или говорим, что алкоголь употреблять плохо, да, пишем у себя в блоге, там, да, я за здоровый образ жизни, ПП там и так далее, а сама употребляет, да, например. Еще как? Да. Ага. Вот это больше, наверное, про противоречия. Они есть, да, и это тоже глубокая тема. Что касается темы по женскому вот, бытовому насилию, Газиза, у нее была такая идея вот, создать свадебное платье, которое было, вот у него, принт был из там, более 600 статей, реальных статей из СМИ о насилии. И здесь было написано, он меня любит бить. То есть, да, и идея была через это платье поднять эту тему, не молчать. Асель, ну вот справедливости ради все-таки вопрос такой остается. А зачем вообще все это нужно? Вот по большому счету, наверное, я не знаю темы, которая была бы очень важна для обывателя. Все заняты заработком ежедневного хлеба. И здесь к вопросу общественности, я не могу сказать, что повсеместно, но все-таки есть какая-то часть людей, которые не обращают на это внимания. И, честно сказать, к общественным организациям относятся как к такому, бояга, заняться что ли нечем. Вот вам зачем это нужно? Вам и вашей команде, если так можно сказать. Я скажу так, что наше движение для молодежи. А молодежь это страна, да? И в первую очередь для того, чтобы им было куда прийти. Да? Вот почему мы кампусы начали создавать. Это то место, где люди могут развиваться. Там, где люди могут сесть. Зачастую студенты, они живут в общежитиях, да, или там у них нет возможности просто сесть и что-то написать, придумать, да. И вот как раз кампусы — это то место, где они могут развить свое творчество, где они могут сколлаборироваться между собой, познакомиться, да. Место и обучения, и знакомства, и обменами идей, да. И, наверное, на вопрос, зачем, мы это делаем для молодых, для того, чтобы они могли развивать свое творчество. Потому что здесь ведь все вот те вопросы, которые мы освещаем, они, казалось бы, такие, да, обыденные, социальные, но мы это стараемся делать через творчество, да, через песни, через какие-то кейсы, через выходы с флешмобами, да, и так далее. У нас есть один IT большой продукт, я, к сожалению, не буду его называть, но я думаю, все поймут о чем. И нередко претензии к нему озвучены как туда могут заходить только IT-стартаперы, которые прошли определенный отбор, входят в какие-то списки и так дальше. Вы подобный отбор проводите или к вам может прийти любой? Это принципиальная позиция, что мы не проводим никаких отборов. Как раз таки новый Казахстан для нас это когда, вот я приведу пример, у нас есть в движении Ризабек, парень, он приехал с Аркалыка. Он приехал с Аркалыка, там полгода назад приехал в Астану, там, да, поступил, потом пришел к нам, а через 2 месяца он пошел на встречу с президентом и вручил ему футболку. А еще через 2 месяца он поехал в Атрау и выступил на форуме перед 2000 студентами, да, со своим кейсом, со своей историей. Вот это новый Казахстан, когда простой, молодой человек, талантливый, интересный, креативный, да, может сделать и встретиться с президентом, и может что-то придумать. Вот это вот. Здесь, получается, 15 тысяч других ваших, например, участников, они позавидовали Ризабеку, потому что у них-то нет такой возможности. Как этот вопрос решить? Понятное дело, что, наверное, единоразово давать всем одинаковый шанс. На старте, да, мы даем всем ребятам одинаковую возможность, а дальше все зависит от них. Вот мы дали эту удочку, да, а как он ее поймал, как он выступил, залетит ли его кейс, да, потому что многие сейчас ребята неузнаваемы, да, вот, и на интервью приглашают не только меня как лидера, но и конкретно их. Возьмем там опять-таки Шабыт, да, вот, наверное, это один из тех кейсов, по которому нас сейчас узнают. Потому что поднять проблему с протекающей крышей на протяжении 7 лет никто не удосужился. Опять я таки хочу это подчеркнуть. И студенты-казнушники ходили в этот вуз, и вот с них лилась эта вода, как с дуршлака, да, и они считали это нормально. А у нас в Жанна-Адамдар есть тоже ребята из Шабыта, и они много рассказывали, что это тараканы там, и вода бежит и так далее. И как раз-таки наша задача была показать через наши кейсы, что, ребят, когда на вас капает вода, это ненормально. И пока вы сами будете считать это нормой, никто дыры не залатает за вас. И благодаря тому, что вот выходили мы на большой флешмоб был с ведрами, да, потом браслеты выдавали Челек Шабыт Куртаты тем ребятам, которые нас поддержали, скажем так, они боялись себя там показывать, боялись, что их отчислят и так далее, там тоже, да, какой-то страх был. И дальше продолжение этого
кейса было. И в итоге выделили им деньги. Министерство культуры Республики Казахстан выделило около 530 миллионов тенге на ремонт этой крыши. Для нас это результат, если говорить о первых результатах в нашем движении. И что важно, наверное, тоже, раз мы сейчас говорим о наших проектах, да, идея проекта в том, чтобы брать точечные проблемы. Да, не ухватываться за экологию, за наркотики, там, да, не обширные темы. Я всегда говорю ребятам, невозможно решить. Давайте возьмем одну свалку в каком-то конкретном дворе, давайте возьмем конкретный университет, давайте возьмем конкретный магазин, и тогда результаты будут. Вот прагматизм — это же про это, когда у тебя конкретный результат, а не лить воду. Возьмем стейкхолдеров, да, выгодоприобретателей вашего объединения, вашего движения, если можно так сказать, и поделим их ровно на два. Почему? Потому что в любой подобной организации, а вы все-таки являетесь общественной организацией, больше того, ориентированы на социум, на какие-то социологические вопросы, бытовые вопросы. И здесь, конечно, великая русская литература — лебедь, рак и щука. Есть люди, я на 3 не буду делить, поделю на 2. Есть люди, которые говорят, так, нужны радикальные изменения. И есть те, которые говорят, так, подождите, здесь секундочку, давайте все-таки аккуратно, да? Что превалирует больше в обществе на примере вашей организации? Как бы вы оценили? Вы сейчас сказали слово стейкхолдеры, да? У нас действительно общественное объединение, мы зарегистрировались в декабре месяце, 22 декабря у нас регистрация официальная прошла как общественное объединение. И там по требованиям, когда мы начали создавать движение, мы тоже впервые с этим столкнулись, что нужно создать, что нужно стать юридическим лицом и так далее. Мы пригласили ребят, ребят, которые пришли в наше движение. Это порядка 8 человек. Вот если такой вопрос задать. Про вас, в том числе, нередко говорят, это проект. Проект АП, проект министерства, проект, что там скрывать, олигополий какой-то. Так чей же вы проект? Мы проект ничей. Я могу точно сказать, и, наверное, это самый распространенный вопрос, который мне задавали на всех встречах, в том числе и когда молодежь ко мне приходила, говорила, а кто вас спонсирует, вы вообще, чьи там, что там и так далее. Наверное, это, скажем так, естественный вопрос, поэтому я к нему, у меня такой иммунитет выработался к этому вопросу. Теперь к вопросу о той поездке в Атырау, где была проверка детских площадок. Вот все-таки сейчас у нас новый омбудсмен. Мы планируем поговорить с ней. С предыдущим мы разговаривали, были, скажем, решенные вопросы, были нерешенные вопросы, разные были ситуации. Но здесь есть вопрос в чем? Все-таки дети — наше все. Это заезженная фраза, но с другой стороны, вот как человек, который летит в самолете, забывает, что он атеист, так и когда у кого-то из нас проблемы с детьми, мы про все проблемы забываем. Здесь же, даже на основе этого проекта, который вы провели, можно говорить о том, что и в данной ситуации тоже не все прозрачно, гладко и сладко. Оказывается, на детях можно зарабатывать. Да? Сейчас это секрет Поли Шинеля, я говорю, может быть, какие-то зритель скажет, там тоже мне наивный романтик. Да нет, конечно, не романтик. Но в то же время сейчас, в век транспарентности, когда каждая транзакция, даже моей карточки, она является под надзором, неужели не создается ощущение, что это не пройдет безнаказанно? Вот как, по вашему мнению, общественные организации могут раз и навсегда, может быть, в других вопросах я и не поддержу, да, но в вопросах жизнедеятельности, жизнеобеспечения, сохранности, безопасности, развития, культуры и так дальше детей, чтобы это была табуированная тема. Но мне почему-то думается, что это сделает не это поколение. И, следовательно, то, что мы вложим в следующее поколение, это, по большому счету, так и будет развиваться история. Здесь я соглашусь в том плане, что те маленькие дети, которые сейчас еще несовершеннолетние, от них очень много что зависит. Почему? Потому что их воспитывает как раз-таки нынешняя молодежь, молодые родители. Мне так видится, я так это вижу. У нас для них тоже был самый, наверное, один из первых кейсов, это раскраска, она называется «Казахстанда Бірге салайық». Она была, там были придуманы 2 героя,
И как раз-таки вот эти два героя на протяжении всей раскраски рассказывают о разных качествах человека, который, наверное, должен, да, быть в Новом Казахстане, да, разносторонний. Это и доброта, это миролюбие, это дружба там, и так далее, да, и интеллект и так далее. И но детки, они маленькие, с ними по-другому не поговоришь об этой теме, да, и поэтому вот была идея именно создать вот эту раскраску, потом ее презентовали в Ханшатыре, там около 300 детишек было, гостей, Аминка Витаминка, мы ее тоже пригласили, она приняла участие как инфлюенсер, поддержала эту историю, и вот сейчас, если вы наши сторисы посмотрите, то практически каждый день у нас ребята ездят в разные школы, обучающие центры, они эти раскраски раздают, с ними рассказывают им об этих качествах. То есть вот именно охватить это поколение мы тоже стараемся. То есть не сразу понятно, что, да, но пытаемся. Но все-таки какие-то итоги подводить еще очень рано. Безусловно, нам полгода. Если говорить, что мы только запустились, наверное, в августе, потом, пока мы набрали какой-то определенный актив ребят, с которыми можно было что-то брейнштормить, это уже, наверное, был сентябрь. У нас сначала был там небольшой, наверное, вот такой кабинет. На Жек-Пижеке мы там сидели, и у нас вот такой маленький кабинет делился на две части. В одной встрече мы проводили с ребятами, разговоры вели, там, да, что можно сделать. Другой, здесь был игровой стол, то есть было очень тесно. И было даже так же душно, даже, да? А потом уже потихоньку стали расширяться. То есть сейчас мы сидим на Экспо, это павильон C45, наш кампус. Куда могут приходить все желающие? Да, туда могут приходить все желающие. Кроме Астаны мы открыли кампус в городе Алматы 5 апреля вот в этом году, практически 1,5 месяца назад, и там уже около 150 наших сторонников, 50 активистов, ну, в общей сложности около 200 наших ребят, которые присоединились к нашей идее. Вы каким-то образом коллаборируете с другими общественными организациями? Может быть, молодежными или... Ну, сейчас, быть честной, к нам поступают предложения, там, по-моему, один из медицинских каких-то общественных объединений обращались к нам по продаже табака, они хотят с нами совместно сделать какую-то историю. По противодействию Да, продажи? Да, Да. по противодействию продажи табака, вот. Но пока мы еще этого не делали. То есть мы не коллаборировались, потому что было важно выстроить имя движения тоже, да, чтобы мы были узнаваемы. Но вы открыты? Мы открыты, безусловно, да. Я почему этот вопрос задаю? Давайте попробуем проанализировать все-таки альтернатива участия молодежи в подобных организациях, как ваши. Что может быть по другую сторону? Мне не хочется утрировать алкоголь, там, наркотики или там, просто праздный образ жизни, да, там, на диване, что тоже сейчас встречается очень часто. То есть вы говорите о том, что данные участники этого процесса, они вовлечены в определенную деятельность, общественную, не общественную, но, что называется, клей не нюхают. Это альтернатива или же здесь как бы не все так страшно? Ну, я, наверное, не буду говорить прям за ребят, да, ну, потому что я скажу то, как они отзываются тому, что они сейчас делают. Когда они реализовывают тот или иной проект, мы называем кейс, например, да, там же тоже должна большая работа быть, да, это включая там сшить платье, найти дизайнера, там, да, придумать идею, придумать медиаплан, да, то, что мы занимаемся. То есть это тоже большая, огромная работа. И, как правило, ребята делятся на команды, и каждая команда занимается тем или иным проектом. То есть такая проектная деятельность. Вот. А то, что касается альтернативы, ну, наверное, это выбор каждого. Заставить кого-то приходить в Жана Адамдар и делать какие-то вещи мы не можем. Они сами выбирают. Не в Жана Адамдар, я имею в виду в любую другую организацию. Я могу сказать, что не все так плохо, наверное, в нашей стране. Я не думаю, что у нас там, молодежь так сильно деградирует. Вот. Потому что, судя по тому, как много времени я с молодежью провожу, я могу точно сказать, что это ребята, которые хотят что-то делать. С другой стороны, вы работали в области, и сейчас вы работаете в столице. Конечно, областную молодежь со столичной никак нельзя Безусловно, сравнивать. да. Но я сейчас опираюсь на тот опыт, там несколько месяцев разговора именно в Астане с ребятами, потому что приходили разные ребята, и мы понимали, что вот, например, мы встречались, нас было там 8-12 человек. Мы разговаривали, я понимала, что передо мной, по сути, картина всего Казахстана, да, и каждый говорит там про свою область, про свой город, про свой вуз и так далее, да, и это колоссальный опыт. Как мы, как граждане, я как обыватель, как гражданин, тогда могу вам помочь, если я захочу. Не то, чтобы помочь, а поучаствовать в ваших проектах. И нужны ли мы вам? Вот условно я не из вашей категории, наверное, но все-таки у каждого из нас есть какая-то гражданская позиция, какие-то ресурсы. Но в конце концов мне не хочется быть, скажем, неудел, да? Это ведь мои дети, это моя страна, это мое будущее.
Я думаю, если вы сейчас говорите конкретно о себе, да, На моем примере. да, на вашем примере, да, вы как журналист можете осветить какие-то кейсы взять, да, вот, помочь нам в распространении. Мы Да, будем только то, что рады. мы и делаем. Да, потому что чем больше как бы это будет распространяться, тем больше мы получим эффекта, потому что СМИ это все-таки мостик между людьми, общественными организациями. Ну и по сути наше движение, наверное, да, это тоже там, мы не просто какая-то закрытая общественная организация, мы движение открытое. И я очень верю в то, что аналогов, по крайней мере, насколько я знаю, таких еще пока нет. Хорошо, мама моя пенсионерка. Как она может поучаствовать? Если говорить о самих участниках движения, то, безусловно, она направлена на молодежь. Да? Это ребята от 15 лет, которые бывают несовершеннолетние, приходят, они ждут своего времени, когда они могут сами далеко выезжать куда-то или еще что-то. А так они внутри кампуса проектами занимаются. Если говорить о пенсионерах, то, наверное, привести своих ребятишек к нам. Может быть, где-то что-то прокомментировать, принять участие, прийти на выставку. Вот была у нас выставка «Герои среди нас» на 7 мая, где вот Мирас, наш активист Ахметов, он взял портреты зачастую как живых людей, которые там, кто-то спас ребенка, кто-то там вытащил из пожара. Прям. И выставка называлась «Герои среди нас». То есть президент, он же тоже говорил, да, герои это не те, на которые там светят софиты, это люди, которые там учителя, врачи, Абсолютно. люди, которые среди Ежедневно, нас, да. да. И как раз таки выставка была вот на эту тему, и пришла Пашка, она там читала ботаном, поблагодарила. То есть это здорово. Поэтому ваша мама может также прийти на какое-то мероприятие, а мы всегда анонсируем заранее. Сколько может продлиться ваша деятельность с учетом того, что все равно любой из этих челленджев, любой из этих проектов, он требует каких-то, пусть небольших, но все-таки денег. И понятное дело, что общественные организации, они живут либо за счет каких-то бюджетов, либо за счет каких-то членских взносов, либо за счет гранта. Вот с учетом того, что проект довольно, по крайней мере, массово начался, есть ли риск того, что он сейчас за неимением бюджета скатится? Ну, я опять скажу так, что как лидер движения я об этом абсолютно даже мысли такой у меня нет, потому что за мной люди, я им пообещала, я им сказала, что мы будем вместе делать, что это в долгую, да, что это не год, не два, а ребята, которые там пришли по 17, по 18 лет, я понимаю, что с ними можно долго работать, да, и если они действительно поймут, что это их дело, и что им это интересно, то они останутся с нами и будут расти, а может приводить еще своих друзей, да, братишек, сестренок, там, я не знаю. Вот, поэтому, во-первых, мысли такой вообще нет, я даже об этом не задумываюсь. Но если говорить, что там нет совсем бюджета, да, есть масса кейсов, которые можно сделать без определенных вкладов. Как хочется вам удачи пожелать. Здорово. Все-таки хочется. Спасибо.